президенттин бул демилгесин мен кандайдыр деңгээлде, конечно, эл арасында ар кандай ойлор айтылып атат. Бирок ошол эле мезгилде бул жерден бир дагы тыйын коротпогон соң, эми бул баягы жерди буга чейин деле турганда мындай турган жерлерибиз дагы бар. Мындай жерлерибиз дагы көптөгөн жеке менчиктерге өтүп кеткен учурлар жок эмес. Ошол себептен мен ойлойм, бул кандайдыр деңгээлде мамлекеттин алдыга жылышына бирден бири дагы бир өбөлгө деп ойлойм. Я думаю, если строят на внебюджетные деньги, почему не построить? Источники, насколько я слышал, это небюджетные деньги. Поэтому, если есть такая возможность, почему не воспользоваться? Так земля же государственная все равно. А какая земля? Та, которая будет передана взамен пока еще неизвестным инвесторам. А в этом я не в курсе. Надо было подождать. Есть еще же другие насущные проблемы. Не знаю, например, детские сады, школы, элементарные вещи. На самом деле здание администрации однозначно нужно. До каких пор президент будет сидеть в здании, например, с правительством-то. Ну, правда, он на сегодняшний день и глава правительства, но не надо забывать, что он и глава государства тоже. Я думаю, что это однозначно на сегодняшний день очень надо. Второй вопрос. Во-первых, сегодня вопрос стоит не строительство, не из бюджетных средств. Сегодня строится это на привлеченные другие средства. Поэтому, я думаю, ничего страшного тут нет. Эми бизде мындайда бир жакшы иш баштасак, дароо ошонун сынчылары чыгат да. Мына биз көп эле жолу айтып жүрөбүз, мына башка өлкөлөрдө айтпайлы, постсоветтик өлкөлөрдүн баарында жаңы ошондой ак үй курулган да, президенттин сарайы. Бул абдан керек. Бизде имидж дегенде бар да мамлекеттинчи өлкөнүн. Аны да ойлош керек. Я думаю, что с одной стороны, чтобы разгрузить центр, я думаю, что это нужно. С другой стороны, конечно, есть вопросы более важные, которые нужно решать. Она, в принципе, и строится во благо города. И имидж республики тоже считается. Когда такое строительство, по-моему, еще не было никогда. И тем более, когда с бюджета никаких расходов нету, поэтому я поддерживаю строительство. Это опять же, вот мы все горожане говорим, да, вот мы все в пробке. Давайте этот вопрос решать пробок. А как их надо решать? Их надо переводить туда. Я еще раз повторюсь, это для эффективной работы правительства. Если в последующем все органы туда перейдутся, то это правильное решение. А если это только одно ведомство, то есть это одна администрация только переводится, тогда я считаю, это чуть неэффективно. Для этого надо всех переводить туда.